tere! Minu nimi on Pavel ja see siin on kolmas peatükk. Seekord me saime kokku väga andeka, väga hinnatud MC-ga, MC Basket. Basket rääkis meile korvpallist, klubikultuurist ja hip-hopist üldiselt. Vaadake saadet! Баскет, расскажи, что привело тебя к хип-хопу тогда, в те года далекие. Какой год был? Год, наверное, ранние года, когда баскетболистом я был. Скорее всего, баскетбол меня привел к хип-хопу. Баскетбольная площадка, кроссовки у баскетболистов, прикиды у звезд NBA, музыка. И вот так и получилось. Я не зря баскет, потому что я был помешан на баскетболе. Я помню, кто-то у меня спросил из ребят из старой Крю, Пирамид, Клан или кто-то. У меня кепка назад, я в прикиде, на площадке на баскетбольной. И кто-то спросил баскет, типа, я тогда еще не был баскетом даже. Ты слушаешь хип-хоп? Я такой, да. Почему ты слушаешь хип-хоп? Я вообще шпендиком был, наверное, лет 15. Почему? Я сказал, потому что Шакил Анил слушает хип-хоп. Вот, как бы. И улицы тоже. Мы так росли, что единственный пример мы могли брать с черного гетто в Штатах. У нас, или, конечно, другой вариант был брать бандитов, которые ходили в кожанках и так далее, и так далее. Мы выбрали позитивный путь. Откуда информацию брали тогда? Кассеты, переписывались кассеты. Я помню первую кассету Snoop Dogg, купленную на Балтийском вокзале. Там стояли киоски с кассетами. Крис Кросс, кстати, Rest in Peace, по-моему, сегодня скончался один из ребят. Кассеты, переписывания и так далее, радиозаписи и так далее. Окей. На первом альбоме «То и так» ты участвуешь, фит с тобой. Даже 99%, что это первый такой коннект, первый фит эстонцев и русских в жанре. Расскажи, как это получилось, как вы познакомились? Может быть первый, может быть нет, это еще контрабашил как бы вопрос. Получилось, мы познакомились, Генка, Рево, Rest in Peace Рево, они же баскетболисты. В те времена меня, Rest in Peace Эдгар, очень хорошо знали с моей командой на улицах, мы ездили по городу, люди приезжали с нами играть, мы серьезные баскетболисты были. Оттуда я их знаю, и может быть где-то на тусовке мы встретились, и я помню, они меня забрали в студию. Помню, ехали под дождем, куда-то приехали, громадная студия, ребята уже тогда крутились, много пива, а я был молодой тогда, и прописались. И, конечно, потом был шок, когда я прихожу к эстонскому другу в гости, 2 часа дня, и тут по радио Какс играет Toe Tag, и я матом ругаюсь на всю страну. Это был шок, да. Вы совсем молодым были. Сколько лет примерно, не помнишь? Ну, когда он вышел, этот альбом? Я не помню. У меня же как бы чуть-чуть в прошлой жизни. Наверное, лет 16, может быть меньше, 15. 16 лет тогда мне было. По-моему, какой год сейчас, если посчитать? 94, 95, я думаю, может быть даже 94, 95 приблизительно, я думаю. Совсем молодыми были. Я думаю, что основная часть людей, которые будут смотреть эту передачу, еще ничего о хип-хопе не знали, поэтому очень здорово, что мы встретились. Классно. Скажи, у тебя много было в творчестве влияния Ямайки? True. Я думаю, влияние Ямайки, самым большим влиянием Ямайки был Buckshot, Black Moon, Smith & Wesson, Buckshot, вот это движение.
Я очень обожал Бакшат. И первый, кстати, текст, который я написал, у меня была травма. Я лежал 2 недели с ногой вот так вот поднятой наверх. Делать было нечего. Рядом кассетный магнитофон, ходить нельзя. Бумагу, лист, ручку и слушая именно на инфлюенс Black Moon и Бакшата я написал тот первый текст. Потом мне больше как-то нравились ребята, которые более ямайкийские звучания. Опять же, Rasta Orchestra. Опять же, Peachy Dread, те старые времена. Не знаю почему, почему-то мне кажется, что может быть они более позитивны, может быть более мягкое звучание. А то, ну. Круто. Смотри, вот сейчас вот очень простым стало что-то записать. Сейчас для этого не нужно особых усилий, все покупают микрофоны и звуковые карты и записывают музыку. Как вы это делали в ваше время? Легко. На чем делали биты? Биты. Как записывали? Первые записи я помню. Первый магнитофон и рекорд. И все, и поехали. Но качество, конечно, было никакое. Мой первый инфлюенс, конечно, это Peachy Dread. Я не помню, как проект, к сожалению, назывался тогда у Peachy Baloo. Память плохая. Давно очень было. У него была студия Марда, и он как-то мне сказал, да, поехали. Поехали, у него была отличная студия, и мы сидели, проводили дни, делали биты. Потом был еще проект с Антошей. Антоша, я не знаю, наверное, он чем-то наверняка занимается сейчас, но я потерял с ним контакт. У него была студия домашняя в Кадиорке, тоже довольно-таки серьезная, и с ним мы тоже работали. Тогда это делалось так, но записываться, у меня поэтому записи нет, я нигде не записывался, потому что ребята как-то собирались посерьезнее, шли в студию, снимали, платили деньги. Очень дорого же было тоже. Да. Да, и сейчас можно это делать дома. Тогда вот он бит, и вот он возможность выступить, ты идешь, выступаешь. А записать как бы серьезных записей, я говорю, поэтому их нету. Если я слушаю свои записи, я в шоке, я их никогда не слушал. Окей. Расскажи, какие мероприятия были тогда? Я знаю, например, Difference. Difference был чуть позже, если смотреть тогда. Тогда я помню, я еще был в школе, я открывал, кстати, сейчас вернувшись, пробираю старые бумаги, свой старый дневник, и у меня там выграффитировано Bel Air. Сегодня мы идем в Bel Air. Я еще был школьником. Там были мероприятия. Потом, вот сейчас мы вспоминали с ребятами здесь на улице Пик, в конце улицы, возле Толстой Маргариты были мероприятия. Какие еще? Я уже даже не помню. Небольшие все в основном были, где собиралось очень много МС, и там было мое первое знакомство с High Fly Planet, Черный свет. Я помню, с нами были мероприятия, у нас еще были проблемы там с металлистами. И пришлось закрыть клуб, чтобы это не вылилось в кровопролитие. Difference был уже потом, когда уже была организация, когда этим занялся Колдун и команда, когда появились какие-то там намеки на спонсорство. Это уже было чуть попозже. Тогда были... Разве не нелегальный был Difference? Ну, он был легальный. Я даже статью в газете видел, что там прикрыли Difference, что... Там были истории свои, там просто... Я не буду это на камеру говорить, были причины, почему появлялись такие статьи. Но там же были времена, лихие 90-е. Были бандиты, они тоже хотели танцевать. Но все, что мы делали в те времена, это было ради культуры, ради танцев. Баскет, старая школа, один из первых, кто... Вообще баскет у меня ассоциация, это как бы человек, который постоянно в движении.
постоянно на каких-то тусовках, массовках, принимает участие там, принимает участие здесь. И, конечно, зарекомендовал он для многих, и для меня в первую очередь, вот именно как человек, читающий, вот как уже говорилось, там регги, рага, стили, которые связаны, вот там драм энд бейс. Он был одним из первых, кто стал читать на драм энд бейс. И читать так, что ёпрст. То есть он читал с ямайским акцентом, рифмы из головы. Я, офигевал. На самом деле, я просто офигевал с того, как он это делал, насколько органично и натурально у него это все получалось. Сколько там разных было историй, много всего было, вспомнить сейчас уже что-то конкретное достаточно сложно. Ну, может быть, я не знаю, это не совсем с баскетом связано, баскет фигурировал. Это было в Лондоне, и я искал жилье для себя, и нашел одно очень дешевое жилье, 10 фунтов в неделю. И поехал посмотреть, это было в Брикстоне, на Стоквелл. Приехал, смотрю, значит, здание такое убитое, носки на окнах. Зашел, посмотрел, так, но никого нет, у кого спросить. Так прошелся, посмотрел, ну да, убитая, но с другой стороны 10 фунтов. Ну, думаю, ладно. А баскет тоже искал как раз в это время жилье. Ну, он вообще, я говорю, в движении все время человек. Вообще классно, много стримов. Я говорю, слушай, вот, смотри, съезди, посмотри, может быть, покатим. Ну, через какое-то время, значит, мы с ним разговариваем по телефону. Я говорю, ну что, как? Он говорит, да, ты знаешь, поехали, мы съездили на это место, значит, посмотрели. И он ездил с одним из наших знакомых. После того, как они посмотрели это место со знакомым, знакомый сказал, ты знаешь, нет, лучше ты у меня будешь жить, я тебя там не оставлю. То есть, ну вот, такая вот забавная история. У меня ассоциируется вот сразу баскет, вот эта вот история. Он мне помог с работой в Лондоне. Вообще, это человек, который на позитиве. То есть, постоянно на позитиве, но в то же самое время есть такое понятие streetwise. Вот он реально streetwise. Он знает, как это, he know code of the street. Он как бы не fake street, не фальшивый, он настоящий. И этим, ну, и поэтому я думаю, что он уважаем, настолько уважаем среди, ну, по крайней мере, всех, кого я знаю. Замечательный человек. И один из первых, кто я говорил, что в плане читки именно в регги, рага стиле, он был одним из первых. Остается одним из первых. Еще раз говорю, что много всего. Баскетбол, конечно, баскетбольная площадка Калиф. Проводили там время часами, днями, неделями. В принципе, многие из нас познакомились именно там. Баскетбол, опять же. А они были чуть ли не профессионалами. Как-то вот так вот. We represent, we play under the sun. Skills them up, jump them up, boom, get finished start. Yo, RBBASKE to the D on the MIC like this. 3x5 represent inside the place. Yo, 5% of the N1 charity. Yo, we help, this is a street team. Мы сейчас снимаем вот это место, площадку «Космос». Надеюсь, что ее вернут в действие. И так как я баскет, здесь очень много историй можно записать и в развитии хип-хопа, и в моей личной истории. Начиная с того, что я был в детском садике вот там вот, и маленьким шпендиком бегал сюда, когда Калиф проводил игры, и даже один раз принес мячик, и мама заставила меня его отдать обратно. Хотя мне его подарили. Я здесь проводил очень много времени, начиная с самого детства. Учился в той школе, в 26-й, после школы на площадку. После школы мы приходили сюда осенью, дождь, не дождь, иногда зимой, потому что мы были просто по баскетболу. Здесь же я познакомился с Крю, Бас Бендит, Черный Свет, Профит и вся старая школа. Здесь же проводился чемпионат, который End One Streetball, который в память нашего брата Эдгара, Rest in Peace. Здесь были сильные рубиловки, мы постоянно играли.
Здесь же люди отдыхали. Сюда не нужно было приходить только играть. Ты мог просто прийти в хороший летний вечер или день, сесть на скамейке и смотреть, как рубятся падают. Очень много воспоминаний с этого места. Очень много. Потому что это место в таллинском хип-хопе это represent. Электронная музыка. В старые времена все начиналось с хип-хопа. Как я уже рассказывал, Павел меня спрашивал, та история уже известна. Когда в Таллин пришел драм-н-бас, и очень круто, что Эстония считается второй после UK страной по драм-н-бас продакшену. Когда в Таллин пришел драм-н-бас, я как раз познакомился с Колдуном, и он был один из тех людей, которые играли его на уровне. MC Profit, DJ Колдун, MC Basket и Difference. И тогда, как это сейчас называется, началась рейв-культура. И у меня получилось. Вообще, я был один из тех MC, который готов был читать на все, что угодно. Я читал на транс, я читал на хаус. Очень сильно развито было в то время Two Step и Garage, DJ MK. Но с драм-н-басом пошло очень хорошо. Большие рейвы, большие диджеи, много UK проектов. И получилось. Довольно-таки нашумел. Начал ездить за границу. Ближайшую. Латвия, фестивали. Несколько раз был Лиепая фестиваль. Tunnels. И как бы получилось. Конечно же, многое сыграло то, что когда развивался джангл, в развитии джангла приняли большое влияние ямайкийские МС. Так как я тогда работал с Rasta Orchestra, меня это потянуло. И джангл, конечно, много баса, low frequencies, стробо, большие толпы. Это было что-то новое, и я, можно сказать, показал себя. Вообще электронная музыка, хип-хоп — это база. Но электронная музыка очень интересная вещь, потому что когда проходишь этот этап улиц, ты начинаешь чуть-чуть взрослеть и начинаешь клубиться. Почему бы не пойти и не почитать, а не просто потанцевать? Вот. Один из проектов, который может случиться, это мой продакшн и я сам MC, но это в будущем. Пока это я откладываю. Все-таки мне хочется найти молодых MC, которые будут гонять на мою музыку. Дома студия, хорошая аппаратура, есть прогресс. Нужно продолжать работать. Потому что все эти годы 94-го потраченные и проведенные в музыке, они не пройдут даром. Поэтому это все выплескивается. В данный момент очень хочу попасть домой, обратно в Лондон и заняться музыкой, потому что получил очень много инфлюенций здесь, в Таллине. Возвращаться в MC, как я говорил, сейчас я софа MC, потому что в основном я делаю продакшн. Сейчас, вернувшись в Таллин, мои люди, диджей Колдун, в Хельсинки мы ездили, я читал, и, как он говорит, еще на уровне. Вполне возможно, что я буду читать снова, потому что возьми молодого парня, который очень хороший, как МС, или возьми меня, у меня есть опыт, поэтому и у меня есть стайл, я чувствую музыку, я знаю это, это не преувеличение. Вполне возможно. Я думаю, начнется это с того, что я сделаю свой трек, и я запишу свой же вокал наверх. Также
парни, с которыми я работал в UK, говорили мне комплименты, что I know you got style, you should go back to MC. Посмотрим. Все в наших руках. When I get high and come up to the sky, need a chill, I wanna fly cause I'm fucking tired. Tired of real life, it's pressing on my mind. So I dig the people telling me what kind of life it is. Streets has taught me a lot. Now I'm bringing my message out to all your peeps who's learning not to make a wrong step, not to fall down in. Yo, each and every time I grab the mic, I'll be holding it tight. It's not easy to do without music, but I come like that and like this. I got so many styles I can flip it like fucking pancakes. I can do it this way or I can do it other ways. I can represent and holler all my crews. I come with peace, one love, boom. Nii, läks. Loodame, et teile meeldis meie peatükk basketiga. Järgmises saates me näitame teile hoopis midagi muud. Mida täpsemalt teate juba varsti. Kohtumiseni peagi.